В 26-й раз в Москве состоялась российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Это ключевое деловое событие отрасли в стране. Она традиционно представляет главные достижения в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития сельского хозяйства. В этом году ключевыми темами выставки стали достижения, которых добилась страна за годы международной изоляции и введения санкций. По мнению экспертов, развитие агропромышленного комплекса показывает положительную динамику в самых разных направлениях. С 2014 года каждый урожай не менее 100 миллионов тонн зерна, причем последние 5 лет свыше 120 миллионов тонн зерна. В молочном животноводстве за тот же период объемы увеличились на 13%, а в мясном на 35%. На 44% выросла переработка, а по некоторым позициям и выше производство сыра по стране в целом уже удвоилось. И многое из того, что еще 10 лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Все чаще везут из нашей страны на экспорт, кстати, не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию. Уже сегодня можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. Все, чем гордится Россия, было представлено на выставке «Золотая осень». В павильонах соседствовали агродроны и прилавки с новыми сортами фруктов и овощей. Здесь же современные комбайны и экологически чистые продуктовые полуфабрикаты. Но главное, форум – это возможность общаться и обмениваться опытом. И в первую очередь за этим сюда приезжают представители многих регионов России. Республика активно принимает участие в этой традиционной российской выставке ярмарки «Золотая осень». И в этом году также достаточно большая представительная делегация приехала в Москву для участия. Более 140 человек из разных направлений, подотраслей в целом аграрного сектора нашей республики. Это и сельхозтоваропроизводители, образование и наука в аграрном секторе, представители муниципальных образований, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, ну и многие другие. Нам очень важно участие в таких выставках, мероприятиях. Во-первых, мы показываем свою продукцию, показываем свою отрасль, свои традиции работы в сельском хозяйстве. И во-вторых, мы общаемся с коллегами из других регионов, смотрим, изучаем их опыт, что-то берем для себя к применению. И, конечно же, за многие годы участия республика многое уже получила от участия. Какие-то новые проекты были разработаны и внедрены благодаря участию в этой выставке. Работа, которую мы ведем на пятилетку, племенная работа в регионе, она, считаю, что достаточно развивается. Очень много было вложено бюджетных источников. Огромное спасибо нашему Илдархану Айсату Сергеевичу, правительству за поддержку. План до 2030 года достичь уровня самообеспеченности, увеличения местного производства до 1,5 раза. Амбициозные цели, задачи очень серьезные, поэтому я считаю, что данная работа, знакомство с нашими новыми партнерами, с регионами, поставщиками, это в любом случае даст очень серьезные плоды. Крупнейшие регионы и компании представили на выставке свои стенды. Якутия не стала исключением. Наша республика привезла продукцию самых разных производителей. На прилавках можно было увидеть, например, якутский чай, рыбу, колбасы. У нас очень большой потенциал, очень много всего бегает, растет, плавает, из чего делают отличные и полуфабрикаты, и заготовки. Собирают ягоду, чай делают, да, то есть мед, да, даже мед у нас. В Якутии нужно активнее работать, активнее участвовать на вот таких мероприятиях, как «Золотая осень», показывать Якутию. И когда Россия будет больше знать о нашей республике, соответственно, будет больше интерес к нам. И один предприниматель будет тянуть за собой другого предпринимателя. Мы каждый год участвуем в золотой ярмарке выставки «Золотая осень». Нынче мы привезли свой национальный якутский продукт арыл, а также кумыц. Уникальность нашей продукции является в том, что она вырабатывается из молока якутского скота. Это такое уникальная генофондная порода скота, которая насчитывается во всем мире только 2500. Молоко якутского скота, она сама по себе очень жирная. Очень много там витаминов, аминокислот. На стенде Якутии можно было найти и продукцию Хатасской агрошколы. Не первый год наша школа реализует детские проекты, и вот вы можете посмотреть на наши проекты. Это уха, который уже запатентованный продукт. Да? Это у нас тушенка из якутской жеребятины, это у нас морс, начинающий такой подающий надежду проект.
У нас еще есть в этом году совсем новый суп из якутских потрохов. У нас еще есть чай, кочу-чай с добавками. Есть еще добавки для горячих напитков, для воды, чая и морса. Мы делаем упор на национальную составляющую. Мы очень чтим, уважаем нашу культуру. Стараемся, чтобы наше поколение, поколение подрастающее никогда не забывало, чтобы держалось за нашу культуру, чтобы язык, чтобы наши культуры развивались. Наша фишка в том, что это идеи детей. Мы их только поддерживаем, мы им помогаем. Наша школа, наше руководство делает все, что возможно, чтобы развивались дети, Павел Марков, ученик 10 класса Хатасской агрошколы. Он привез свою разработку – патентированный брусничный морс. Идея для проекта появилась у него 4 года назад. Павел признается, что самым сложным этапом стал процесс сушки ягод. Нужно было найти идеальную температуру и другие условия, чтобы напиток получился. Сегодня этот морс уже можно найти в магазинах Якутска. Придумал я его, когда пил обычный морс и когда выходили в лес. Там мне очень сильно захотелось морса, под рукой его не было. Его нужно очень долго варить, у нас нету там условий. И тут я задумался, например, над напитками юпи, зука, и придумал, что можно сделать так же только с морсом и другими остальными напитками. Я пришел к своим руководителям в научную лабораторию Агрокуб и сказал им свою идею. Они подумали, меня послушали и сказали, реализуем. «Золотая осень» — это еще и крупная деловая площадка. Так, в рамках выставки Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики нашей республики подписало несколько соглашений. Они направлены на развитие аграрного комплекса Якутии. Например, один из документов предусматривает сотрудничество с чувашскими поставщиками оборудования. На базе АГАТУ планируется создать агротехнопарк, в котором будут применены инновационные решения. Например, агродроны и роботизированные фермы. По агродронам можно считать, уже работа ведется, и в рамках Дня поля этим летом наши ребята, земляки, которые работают с партнерами с Татарстана, Казахстана, показали дрон, который работает по распылению, по химизации и так далее. Еще одно соглашение направлено на сотрудничество с татарскими экспертами в сфере развития пчеловодства в Якутии. В первую очередь это затронет селекционную работу. У нас кормовая база нет именно пчел. Они, конечно, пчелы привозят и привозные, и они уже питаются естественными травостоями, травами в лугах, в островах, около речек. Именно с подписанием соглашения мы можем им создать даже кормовую базу, потому что я, как заведующая лабораторией кормопроизводства, мы технологи, мы можем им именно предоставить это растение, сами вырастить. Но пчеловодство в Якутии постепенно развивается. Это направление местные фермеры активно стали осваивать в 2014 году. С тех пор появились десятки пасек, которые успешно работают. Якутский мед был представлен и в главном павильоне выставки «Золотая осень». Мы участвуем в первый раз, очень волнуемся. Мы начали пчеловодством заниматься с прошлого года. На пробу сначала взяли 5 ульев. И получается, какой-то выход был. Мы поверили в себя и в этом году уже поставили 15 ульев. А в этом году сезон был просто замечательный. И даже решили участвовать на выставке. На конкурсе продукции тоже. Буквально неделю назад прошел тоже конкурс меда. Мед Сибири 2024. В котором, получается, из Якутии поехали 3 участника, 3 пчеловода. И наш мед атамайский, он в честь нашего наслега называется. Мы из Горного Уса, атамайский наслег, село Бескёль. И мы 2-е место получили. Чем очень рады и вообще считаем, что это победа не только наша, а вообще всего пчеловодства Якутии. Настоящим притяжением для посетителей «Золотой осени» стал павильон с животными. Наша республика привезла на выставку якутских коров, оленей и лошадей. До столицы они добирались 2 недели. В этом году на выставку мы привезли две коровы такой очень редкой масти. Якутская корова. Почему сюда везем, почему мы участвуем? Потому что это уникальный скот. Он в очень суровых условиях Якутии выжил веками. Это порода такой народной селекции. Народная. Тогда не было никаких ветеринаров, не было никаких зоотехников. И вообще специалистов по сельскому хозяйству. И они создали такой, сама природа, сами наши предки, якуты и саха, создали такую уникальную породу, которая не подвержена
болезням, которые болеют вот те заводские породы, которые выведены вот селекцией, да, и очень устойчивых к холодам. Жирность молока достигает аж до 8-9, отдельные особи дают даже 10% жирность. Народ очень интересуется. Почему? Потому что он как бы на вид очень такой невзрачный, да, вроде бы, но специалисты за техникой, ветеринарной, да и вообще люди российские, вот они интересуются, потому что он окрас необыкновенный, размерами небольшая, но неприхотливая. И то, что мы его привезли на машине, вот 2 недели ехали с Якутска до Москвы, это тоже говорит о многом. И они, когда наоборот, ничего там не теряют в пути, а наоборот, они прибавляют в весе. Выставка сельскохозяйственных животных – это не только возможность продемонстрировать достижения отрасли, но и важный культурный и образовательный момент. И представленный скот из Якутии занимает особое место. Характеристики и адаптация к суровым климатическим условиям делают его уникальным. Так в Москву привезли сразу 3 якутских лошади, причем разных пород. Существует 3 породы якутской лошади и еще 2 подтипа. Для меня, если честно, это стало настоящим открытием. Практически все они представлены здесь, на выставке «Золотая осень». Разновидности появляются в 17-18 веках. Например, прилемская порода предназначалась для ямщиков, для перевозки почты. И они такие быстрые и выносливые. Ну а мегежекская якутская лошадь – это наш такой северный тяжеловес. Да? Наше табунное коневодство это нигде не существует, кроме как у нас. Такое особенное северное табунное коневодство. И здесь переработка этой продукции, использование полезных свойств наших продуктов животноводства, это все интересует наших коллег. И мы с ними пообщаемся, и на эту тему в том числе есть наука. Настоящей экзотикой стали и северные олени. Многие посетители стремились увидеть именно этих животных. Основная цель – это привлекать федеральное министерство именно по традиционной отрасли. Это то, что мы привезли, это оленеводство, табунное коневодство, скотоводство. Это наш традиционный уклад жизни. В Якутии очень много национальностей, в том числе коренных малочисленных народов севера. Все животные, привезенные из Якутии, остались в Центральной России. Они разъехались по различным исследовательским институтам. Якутские коровы, они ценны для науки, потому что ученые, которые занимаются выведением коров, крупный рогатый скот с сильными генами, они знают, что якутский скот имеет сильные гены, и они хотят его как бы скрещивать, передать качество якутского скота высокопродуктивному скоту. Все дни работы выставки параллельно проходил и конкурс в самых разных номинациях. И Якутия тоже не осталась без призов. В категориях за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства сразу несколько предприятий республики были удостоены золотых и серебряных медалей. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Андрей Черкашин, Москва.